Здравствуйте, это новости Татарстана, в студии Олег Мыльников, и вот о чем сегодня расскажем. В ожидании волны омикрона. Каждый из этих госпиталей готов развернуться в течение 2-3 суток. Ждать ли подъема заболеваемости и готова ли к нему республика? Лидия Анатольевна. Эксперты об агломерациях. Татарстан сам силен, там очень мускулист, но нужно еще посмотреть шире. Что специалисты советуют республике, узнал Дмитрий Аренин. Жители поселка Осиново возмущены. После громкого инцидента с нападением собак на ребенка свора четвероногих бегает, как и прежде. Я в данный момент тоже иду за ребенком в школу, чтобы он один не шел. Хотя он еще идет по поселку, где оживленная улица. Насколько остро стоит проблема и почему ничего не изменилось после ЧП, выяснила Юлия Гоголева. Ветеринары республики подвели итоги года. Основная задача нам именно вопрос профилактики. В 2021 году удалось избежать эпизоотии и провести все установленные планом мероприятия. Обо всем по порядку в материале Тагира Валиди. В России нужно создать несколько крутых агломераций, которые смогут конкурировать с Москвой. Одна из них может появиться в Поволжье с центром в Татарстане. Речь не идет о территориальных изменениях, это будут исключительно экономические преобразования и связи между регионами. Об этом сегодня говорили на стратегической сессии «Проблемы и перспективы социально-экономического развития агломерации республики». Она прошла с участием Рустама Минниханова и председателем Счетной палаты Алексеем Кудриным. Мы понимаем, что, развивая агломерации, мы должны создавать равные условия для жизни на всей территории республики. Сейчас практически во всех развитых странах главными точками экономического роста стали агломерации, то есть интеграции вокруг крупных городов. По стратегии развития Татарстана до 2030 года выделены 3 агломерации – Казанская, Камская и Альметьевская. Как отметили, их развитию мешает хаотичная застройка пригородов и, как следствие, отсутствие социальной инфраструктуры, производств, транспортные проблемы, например, как в Салмачах, Куюках, Привольном. Очевидные проблемы, которые всем понятны. Житель агломерации сейчас часто живет на 2 дома. Да? Он и в городе сохраняет квартиру, и коттеджный поселок какой-то есть. Дети нуждаются в школе. Да? Из коттеджного поселка детей везут в центр Казани, потому что там не организовать школу. Мы эти вещи немножко упустили. И наш этот пригород хаотично развивался за это время. Сейчас мы уже накушались, и школа нужна. То это. Ведь бизнес что? Бизнес, он очень прагматичный. Они построили, продали и до свидания. Чтобы не возникало таких проблем, в марте прошлого года президент республики поручил создать Институт пространственного развития. Сейчас прорабатывается его структура и функционал. Просто надо структурно, жестко выстроить вот эти отношения. Раздавать, земля, пожалуйста, пусть строят, но должны строить, значит, с учетом тех норм, стандартов, которые мы, этот институт определили. Так же, как отмечают эксперты, нужно создавать рабочие места в пригородах, строить автодороги и железнодорожные высокоскоростные магистрали. В России сейчас нужно в 2 раза поднять объем строительства инфраструктуры или в 3. И вы знаете, самое главное, это возможно. И без этого у нас не будет ни 5 темпов роста. У нас даже та инфраструктура, которая сейчас, она не под 5 темпов, не под 5% роста. Этого даже не весьма. Этого будет недостаточно. Надо мной даже этот самый мой китайский коллега, директор такого же института в Китае, откровенно издевался, что пока вы обсуждали ВСМ Москва-Казань, мы построили, он смотрит по своему этому смартфону, говорит, а мы построили за это время столько-то тысяч. Значит, будем ли мы делать, мы никуда не денемся от этой скоростной сети. Обсуждали 10 лет, будем строить в Казани, не будем, да. Сейчас уже, обсуждаем Питер, тоже, наверное, не построить. Вот надо сразу строить. Давно бы построили, давно бы это. Еще одна проблема – нехватка квалифицированных кадров для промышленности. Эту тему уже подробно обсудили на Совбезе республики. Решено создавать в Татарстане современные образовательные центры. Они являются неким таким магнитом, куда будут приезжать, учиться и оставаться.
У нас в Нижнекамске рабочие места, зарплата, все есть. У КАМАЗа перспектива хорошая, у нефтяников тоже. Как отмечают эксперты, чтобы агломерация была конкурентоспособна в глобальном масштабе, ее население должно быть около 8 миллионов человек. Пока в России только одна такая агломерация – московская. Еще одна может появиться в Поволжье. Для этого специалисты советуют Татарстану скооперироваться с соседними регионами. Татарстан сам силен, там очень мускулист, но нужно еще посмотреть шире. Вот это уже может быть центром международного уровня с качеством жизни соответствующим. Там уже синергия работает больше. Что касается создания вот такой мега-агломерации, мы же не обсуждаем территориальные какие-то вопросы. Каждая территория, она суверенная, и пусть она будет. Она никому не мешает. Это глупость, если кто-то что-то. И не нужно эту тему трогать. А как сделать, чтобы у нас с Нижним много пересечений? С Башкирией, с Самарой, да? С Ульяновском. Мы все выиграем, я согласен. Как подытожили федеральному центру, нужно создать правовую базу для развития агломераций и обеспечить их финансами. Сегодня встреча экспертов шла 3 часа. Такие предметные разговоры планируют и в будущем. Дмитрий Айрин, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. В Татарстане коронавирусом за последние сутки заболели 114 человек, 28 госпитализированы. Большинство новых случаев зарегистрировано в Казани, 56, в Набережных Челнах выявили 18 заболевших, 8 в Бугульминском районе, 6 в Агрызском. В Татарстане за сутки вакцинировались 6130 человек. В России за сутки выявили 49 513 новых инфицированных. И это рекорд с начала пандемии. От ковид скончались 692 человека. Со следующей недели в Республиканской клинической больнице вновь откроется ковидный госпиталь. А ДРКБ готова втрое увеличить коечный фонд. За неделю заболеваемость ковид выросла на 15%. Омикрон уже в Татарстане. Сейчас ожидают результатов исследования 173 проб, которые отправлены в Саратовский институт микроб. Как отмечают специалисты, новый штамм заразнее предыдущих, поэтому меры профилактики сейчас особенно актуальны. Ждут ли в Татарстане подъема заболеваемости и готова ли к нему республика? На сегодня у нас в работе находится 173 пробы, которые мы отправили в противочумный институт микроб. И вот на днях ожидаем от них уже результатов. Добавятся ли к 11 зарегистрированным случаям омикрона новые, сейчас определяют саратовские специалисты. Такой углубленный анализ делают выборочно. Это 10% тестов от общего числа заболевших. Роспотребнадзор беспокоит соблюдение антиковидных мер. При омикроне любое нарушение может обернуться вспышкой заболевания. Омикрон более заразен почти в 5-7 раз, чем предыдущие штаммы. И поэтому, если один человек в коллективе заболеет, это приведет к тому, что весь коллектив может уйти на больничный. В связи с особо заразным штаммом призывают усилить так называемый утренний фильтр. Здравствуйте, температуру измерим. Не пропускать на работу сотрудников с повышенной температурой и любыми признаками ОРВИ и, конечно, соблюдать все меры профилактики на рабочем месте. Детская республиканская клиническая больница готова втрое увеличить свой коечный фонд. В детском ковид-госпитале сейчас почти 150 маленьких пациентов. В декабре не было и 10. Общее количество заболевших коронавирусом на этой неделе в республике выросло на 15%. Сейчас развернуто 2500 коек. С понедельника вновь заработает провизорный ковид-госпиталь в РКБ. Пока ситуация под контролем, есть резерв в 30% свободных коек. При необходимости подключат другие больницы. Каждый из этих госпиталей готов развернуться в течение 2-3 суток от поступления информации от Министерства здравоохранения Республики Татарстан. Все главные врачи предупреждены, все схемы маршрутизации готовы. Я напомню, что на пике мы с вами открывали порядка 7500 коек. Омикрон обнаружен уже более чем в 50 регионах России. Некоторые вводят новые ограничения. В Крыму с 24 января самоизоляция для пожилых. В Чувашии без QR-кода нельзя попасть в крупные гипермаркеты. В Коми запретили массовые мероприятия. При омикроне не исчезают обоняние и вкус, а высокая температура не всегда сопровождается изменениями в легких. Но репутацию легкого штамма он получил в странах с более высоким уровнем вакцинации. Лина Знатульна, Игорь Романов, Ленар Хозяхметов, ТНВ Казань.
Минздрав России дал разрешение на отправку в регионы страны детской вакцины «Спутник-М». Татарстан заказал 200 тысяч доз, и этого хватит для 80% подростков республики. Поступление вакцины ожидается в конце января. Процесс вакцинации будет полностью добровольным. С подробностями Иван Сарафанов. Очередной подъем заболеваемости он начался. Сейчас в республике идет рост детской заболеваемости ковидом. Если на конец прошлого года в красной зоне ДРКБ находилось 5-6 детей, то сегодня лежат 43 ребенка. На сегодняшний день, можно сказать, если к коронавирусной инфекции присоединяется еще грипп невакцинированный, конечно, состояние детей значительно ухудшается. Чтобы остановить распространение коронавируса среди подростков, была разработана детская вакцина «Спутник-М». Она прошла все клинические испытания и одобрена Минздравом России. Вакцина предназначена для подростков от 12 до 17 лет. В республике ее ждут в конце января. В школах уже начали собирать согласие родителей на вакцинацию детей. Вакцина Гамковид-Вак, это вакцина, которая создана на основании спутника с уменьшенным содержанием вирусных частиц. Также включает в себя два компонента, то есть строение абсолютно идентично спутнику Ви. Соответственно, вводится также двукратно с интервалом в 3 недели, 21 день. Есть противопоказания, опять-таки, которые общеприняты для любой вакцинации. Это острые заболевания, то есть на тот момент, когда у ребенка есть температура, либо обострение какого-то хронического заболевания, вакцинация не показана. Сами родители к детской вакцинации относятся неоднозначно. Сами пока привились, но детей нет. Своего ребенка пока прививать не буду. Мы прививали всей семьей, бабушка, мама, мы все привиты. И поэтому я хочу, чтобы моя дочь тоже была привита. Привиться от коронавируса детской вакцины «Спутник-М» можно будет только в медпунктах учебных заведений и детских поликлиниках. Для получения прививки необходимо согласие как родителей, так и ребенка. Иван Сарафанов, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Вакцинация, иммунизация диких животных и отстрел бешеных лис – все это позволило остановить вспышки опасных вирусных заболеваний. Сегодня в Казани ветеринары республики подвели итоги года. Это была совместная коллегия ветуправления Россельхознадзора и Минсельхоза. С какими вызовами столкнулась в 2021 году? Какие предприятия оказались на карантине и какие эпидемии оставили без поголовья целые села? Тагир Валиди с подробностями. В очаге было отчуждено все поголовье птицы. Речь идет о крупной вспышке птичьего гриппа на северо-востоке республики. Так, в ноябре в Тукаевском районе уничтожили 53 тысячи перепелок, кур и гусей в 3 селах. Сегодня об опасности вируса и для человека говорили ветеринары на коллегии. Предупредили, из-за отсутствия учета инфицированные птицы или скот могут оказаться на прилавках. Решение проблемы – создание единой базы данных. Вот у тебя было там даже 10, 15, 20 коров. И вдруг не стало. Куда дели, закопали или продали, без документов вывезли в соседний регион. А еще и оказывается, что поголовье было инфицировано. Для того, чтобы избежать данной ситуации, отслеживаем поступление продукции в системе Меркурий, а также исследуем пробы, отходящие на территории республики из других регионов свиноводской и птицеводской продукции. Еще одна угроза продовольственной безопасности – это африканская чума свиней. Так, в прошлом году вспышки зафиксировали в 3 районах республики. В январе в Альметьевском, в феврале в Заинском, в июле в Новошишминском районах. Очаги удалось ликвидировать. Сейчас в Татарстане только треть свиноводческих комплексов с высоким уровнем защищенности. Вызывает осторожность регистрация африканской чумы свиней среди диких кабанов. Учитывая тесные экономические связи республики с регионами России, Госслужбе и Россельхознадзору необходимо усилить контроль, муниципальное образование, также принять меры по исключению заноса опасных и экономически значимых инфекций. Идет снижение по опасному вирусу лейкоза у коров, которое влияет на качество молока. Высокий уровень инфицированности в 9 районах республики. Ситуация биологической и санитарной безопасности остается сложной во всем мире. Вирусы мутируют, мигрируют, нужно быть всегда начеку. Важно, чтобы каждый глава знал, что делать в той или иной ситуации. Глава местного самоуправления должен быть немножко и ветеринаром. Республика Татарстан у нас является лидером по очень многим показателям сельскохозяйственной отрасли. Это высокая планка, которая была достигнута именно совместной работой. Не обошли вниманием и проблему бродячих животных. Приюты появятся в Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске. Первый должен появиться в Автограде уже в конце года. Тагир Валиди, Алмаз Зиадинов, ТНВ, Казань.
Стаи бродячих собак у школ, продуктовых магазинов и у контейнеров с мусором. Ленты соцсетей снова заполонили жалобы казанцев и жителей пригородных поселков на безнадзорных животных. Куда смотрят администрация, надзорные органы? Почему службы отлова ничего не делают? И это лишь некоторые из комментариев, которые оставляют жители под видео. Юлия Гоголева побывала в некоторых поселках под Казанью и убедилась, собак действительно много. С чем это связано? Поселок Осиново в пригороде Казани. Вход в продуктовый магазин караулит сразу 9 больших собак. Видео появилось в соцсетях и вызвало шквал комментариев. Жители поселка еще не успели забыть вопиющий случай, который произошел здесь в конце апреля. Весной прошлого года в этом же поселке Осиново стая безнадзорных животных напала на 10-летнего мальчика, который возвращался из школы. Тогда после инцидента сюда приезжала служба отлова животных, и многих собак увезли. Но сейчас они снова сюда вернулись, и проблема по-прежнему стоит очень остро. В том году мальчика очень покусали сильно. И психика, все повредилось. Люди даже вынуждены были переехать отсюда. И школу сменить, чтобы ничего не напоминало. Собак очень много. Их где-то штук 12, наверное. Они все вот собираются в кучу, в стаю. Они же агрессивные некоторые бывают. Их надо выгонять, отгонять как-то. Поселок Осиново относится к Зеленодольскому району. По контракту с муниципалитетом отловом собак здесь занимается организация «Кот и пес». По их данным, за последние 2 месяца в Осиново они отловили 6 собак. Все они сейчас находятся в приюте для животных. Агрессивные животные остаются в приюте. Прошедшие стерилизацию возвращаются на место обитания с соответствующей меткой в виде клипса. Стоит отметить, стая собак имеет свойство мигрировать, и к приезду отловщиков не всегда бывают на месте, указанном в заявке. Кроме того, в стае среди бездомных собак нередко встречаются домашние питомцы, которые находятся на самовыгуле. Руководство района держит ситуацию на контроле. Руководитель фонда «Кот и пес» Альберт Галиев говорит, отлавливать и оставлять на доживании в приюте можно на порядок больше животных, но финансирование сделать это не позволяет. На район Зеленодольский на весь по формуле подразумевается, что бегает 332 собаки. Понимаете? Ежегодно вот нам выделяют средства, исходя из этой цифры. 2020 год выделяется 2 миллиона. Мы отлавливаем 336 собак. Да, там часть было щенков, нам стерилизацию не оплатили. 2021 год выделяется практически та же сумма, но мы оставляем уже 35 собак. На 20 больше официально. И мы уже отловили 235 собак в рамках контракта. И чем больше мы оставляем, тем меньше средств остается на отлов. В увеличении финансирования приюту «Кот и пес» было отказано. Более того, даже на этот год контракт с муниципалитетом не заключен. Подписали лишь временный договор на отлов 30 собак до проведения аукциона. Это стоянка у одной из строек в поселке Залесный, Казани. В соцсетях видео появилось несколько дней назад, и тоже шквал комментариев. Казанцы пишут, такие стаи бегают в Салават-Купыре, в Вознесенском. По словам директора Казанского зооцентра, который занимается отловом собак в столице, у них проблем с финансированием нет. На этот год добавили 5 миллионов. Итого 26 на отлов 3500 животных. И больше всего заявок приходит из Авиастроительного, Советского и Приволжского районов. С 1 января наша служба начала проводить уже работы, но экстренных заявок, таких вот, допустим, которые могли быть, которые были, допустим, в том году, таких заявок у нас уже не было. По данным Рустема Нуруллина, на заявки жителей они выезжают каждый день. С начала года отработали около 200 обращений. Это почти на 10% меньше прошлогоднего. То есть численность животных немного, но снижается. Но и здесь могли бы работать более эффективно. Проблема в том, что собаки часто убегают на территорию строек, а туда отловщикам уже не попасть. Очень много раз задавали вопросы мы и руководителям этих строительных площадок, прорабам и охранникам. Они отвечали то, что эти животные, они являются, скажем так, охранниками, звонкими охранниками, когда кто-то посторонний заходит, они уже, почувствовав, они подаются на свои голоса. Только ответят ли охранники в случае ЧП? Вопрос пока риторический. Очень сложно поймать хвостатых бродяг и в частном секторе, говорят специалисты. Кадры говорят сами за себя. Вот они бегут тут сюда и вот сюда залезают под фундамент. Их уже не достать оттуда. И входы у них везде здесь. Туда вот уходит под дом. Как мы видим, сегодня все больше собак на улицах с бирками. Значит, животные привиты, стерилизованы и не должны быть агрессивными. Таких в прежние места обитания на улице уже не выпускают. Вот только жители сомневаются, что собака с биркой не набросится на человека. Юлия Гоголева, Игорь Романов, ТНВ, Казань.
Поставщиков Минобразования Татарстана заподозрили в распиле. Кто поделил миллионы по предварительному сговору, читайте в интернет-газете «Реальное время». Президент Татарстана сегодня встретился с министром спорта России Олегом Матыцыным. Обсудили развитие массового спорта в регионе и проведение в Казани ряда международных спортивных соревнований. Позже глава Минспорта России встретился с государственным советником Татарстана. Олег Матыцын поздравил Минтимера Шаймиева с 85-летним юбилеем и вручил ему высшую награду ведомства – почетный знак за заслуги в развитии физической культуры и спорта. Вы наш учитель и наставник. Вы воспитали много хороших кадров в области спорта, в том числе и нас, министров спорта, отметил Олег Матыцын. Он вспомнил о сотрудничестве с первым президентом Татарстана в период подготовки и проведения летней универсиады. В адрес Минтимера Шаймиева продолжают поступать поздравления с 85-летием. Руководитель администрации президента России Антон Войнов в своей телеграмме отметил: мудрый политик, государственный деятель, обладающий огромным опытом и исключительными деловыми и личными качествами, вы посвятили свою жизнь служению Родине. Министр культуры России Ольга Любимова отметила: Минтимер Шаймиев многие годы вкладывает энергию и душевные силы в работу на благо Татарстана. Председатель Центра избиркома страны Элла Памфилова подчеркнула: Минтимер Шаймиев стоял у истоков становления современной России, защищал основополагающие принципы федерального устройства. Помощник президента России Андрей Фурсенко пожелал плодотворной работы, сил и энергии, взаимопонимания и поддержки коллег. К поздравлениям также присоединился посол Бахрейна в России Ахмед Аль-Саати. Как отметил дипломат, профессионализм, колоссальный опыт, мудрость Минтимера Шаймиева и преданность своему делу заслуженно снискали широкое признание и уважение не только на родине, но и за ее пределами. Поздравления в адрес Минтимера Шаймиева направил председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин. Больше половины клубов, библиотек, детских центров республики нуждаются в ремонте. В 13 районах есть объекты культуры с мертвыми душами и дефицит кадров. Об этих болевых точках сегодня на ведомственной комиссии рассказала министр культуры Ирада Аюпова. Среди достижений Татарстан занял первое место в стране по количеству проданных билетов по проекту «Пушкинская карта». Рамиль Галиуллин обо всем по порядку. В культуре цифровизация и современные технологии играют все большую роль. Так, например, с помощью этих очков виртуальной реальности можно отправиться в экскурсию в прошлое, в центр Казани в 1910 год. Что происходит в реальности, обсуждают уже на коллегии. За последние 3 года в Татарстане отремонтировали 13 крупных объектов, но более половины зданий нужно обновить. Это 500 сельских клубов, музеев и зданий детских школ искусств. В 16 районах почти каждый 3-й объект нуждается в капремонте. Этот показатель по отдельным районам не уменьшается пропорционально вложенным средствам. Что это значит? Мы ремонтируем учреждения культуры, строим новые объекты. При этом доля учреждений, находящихся в неудовлетворительном состоянии, по этим районам не снижается. По словам министра, выездные проверки показали, в 13 районах и вовсе есть объекты-призраки. Стены и сцены есть, зрителей и кадров нет. Ряд учреждений существует только на бумаге, с нулевыми показателями деятельности и отсутствием кадров. По итогам выездов совместно с муниципалитетами приняты необходимые решения. Очень хотелось бы поблагодарить глав районов за оперативное реагирование и совместную работу. И отметить, что эта работа будет продолжена в 2022 году. Мы должны хотя бы 25 районов в этом году охватить. Проблемы и с кадрами. Минкульт в качестве эксперимента теперь приглашает студентов в районные ДК проходить практику. Вице-премьер сегодня потребовала полностью пересмотреть систему подготовки кадров. Когда мы с вами соотносим наше количество выпускников с количеством трудоустроенных и то, как они трудоустроились, это, наверное, и есть тот анализ, который мы каждый год должны проводить, и в ходе этого аудита очень четко понимать свои дальнейшие задачи. По итогам года Татарстан стал лучшим регионом страны по продажам билетов по Пушкинской карте. Напомним, проект стартовал в сентябре. Республика опередила Москву и Санкт-Петербург. Вы, как правило, очень активно работаете во всех федеральных проектах. Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия». Поступили 11 заявок. Вы одни из самых активных участников. В прошлом году в заявочной кампании Президентского фонда культурных инициатив Татарстан по количеству заявок вошел в 5, но по количеству полученных грантовых заявок, а это свидетельство качества
работы над заявками, Татарстан оказался на втором месте после Москвы. Этот год не менее значим в культурном плане. В июне Казань примет события мирового масштаба – 45-ю сессию Комитета всемирного наследия ЮНЕСКо. Также вся Россия отметит 1100-летие принятия ислама в Волжской Булгарии. Рамиль Галиуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. В Татарстане готовы цифровизировать спорт и думают о повышении тренерских зарплат. Об этом сегодня сообщили на коллегии Минспорта. Здесь рассказали как об успехах татарстанского спорта, так и назревших проблемах. Нужно решать вопрос с техоснащением. В 70% школ техника устарела, а у многих тренеров нет гаджетов со спортивными приложениями. Как их будут решать, услышал Рамиль Шайдуллин. Так тепло министр спорта России приветствует волейболисток из «Динамо Ак-Барс». В конце прошлого года они в 7-й раз взяли Кубок страны. Очень радостно, что мы выиграли Кубок, что там и мужская команда привезла Кубок в Казань. Это большая гордость и радость, но все равно это только половина сезона. Планы на год большие. Казань станет одним из 10 городов страны, который примет чемпионат мира по волейболу. Мира. Мы подготовили прекрасно свой волейбольный центр. Это доверие нам. Олег Матыцын отмечает, республика лидер как по развитию спорта, так и по проведению крупных соревнований. Мы по праву гордимся, что у нас не только есть светлое прошлое, и универсиада, и чемпионаты мира, и Кубок Конфедерации, чемпионат мира по футболу, но и, о чем сказал Владимир Александрович в своем выступлении, я уверен, абсолютно не менее светлое будущее. С таким тренером, как Рустам Нургалиевич, сложно плохо играть. Другие результаты. 9 спортсменов из республики попали в олимпийскую сборную страны. Они будут представлять Россию на предстоящей Олимпиаде в Пекине. Часть из них воспитанники Поволжского университета спорта. Вуз давно славится тем, что готовит профессиональных учителей и тренеров, но каждую Олимпиаду доказывает и то, что здесь куют настоящих мировых чемпионов. Из тех списков, которые уже опубликованы, точно понятно, что 6 человек попали в основные составы, и один пока в расширенном составе – это Тимур Белялов, вратарь Ак-Барса. Важные задачи на татарстанский спорт возложены и в год цифровизации. Запущена информационная система «Мой спорт», которая поможет связать все спортшколы, тренеров и спортсменов. Но не все к этому готовы технически. Износ техники происходит очень быстро. 70% сегодня это техника, приобретенная 5-10 лет назад, физически и морально устаревшая. А у многих взрослых тренеров до сих пор еще в наличии только кнопочные телефоны, поэтому полноценное заполнение данных в систему невозможно. Не устраивают тренеров и зарплаты. За 3 года ушли 1600 специалистов. Министр спорта попросил помощи республики повысить зарплаты до средних по региону и разработать программу по типу земского доктора. Фарид Мухаммедшин пообещал передать просьбу президенту и правительству. Разумные, реально выполнимые предложения, во всяком случае, для обязательного рассмотрения на уровне руководства республики, вы нам, пожалуйста, подготовьте и передайте. В ближайшие годы в планах провести немало масштабных мировых первенств. В 2024 году Казань впервые примет объединенный чемпионат Европы, а в 2025 чемпионат мира по водным видам спорта. Рамиль Шайдуллин, Владимир Ларионов, ТНВ, Казань. На этом пока все. Еще больше новостей в наших соцсетях ВКонтакте и Инстаграм. До встречи. Здравствуйте! Очередной атлантический циклон принесет в наши края новые порции осадков. По данным сервиса Яндекс.Погода, в предстоящие сутки в Бугульме, Бавлах, Азнакаево ветер сменит направление на юго-восточное и усилится. Пройдет снег, местами метель. Снова снежный день ожидается в Нижнекамске, Набережных Челнах и Елабуге. Температура по-прежнему выше нормы – -7. В Агрызе, Менделеевске, Актаныши днем пройдут осадки, местами синоптики обещают метель. Метель и порывистый ветер продолжатся и на северо-западе республики. Сильный снегопад побил рекорд по месячной норме осадков, а впереди еще снежный февраль. И в Болгаре, Дрожжаном, Буинске будет снежно и ветрено. Температура по-прежнему выше климатической нормы -6. В Чистополе, в Альметьевске, Мамадыше ночью без осадков, а днем циклон принесет снег и метель. В воскресенье осадков станет меньше, температурный фон существенно не изменится. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций.
Боль в спине? Пора начинать лечение в «Доктор Ост». Вместо скальпеля и лекарств новейшие технологии. Мы создаем условия, чтобы ушли боль и скованность движений. Даже грыжа исчезает без следа. «Доктор Ост» – лучшая клиника по лечению позвоночника. Санчи – сокровище китайской традиционной медицины. Дает энергию, укрепляет иммунитет, повышает качество сна, улучшает самочувствие, способствует снятию усталости. Санчи – источник энергии и долголетия. Спрашивайте в аптеках Фармленд. Телефон для справок 8 927 236 71 75. О погоде в столице. В Казани будет облачно и снежно. Ночью -9, а днем около 7 мороза. Ветер юго-восточный, сильный, порывистый, местами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 89%. Установившаяся погода напоминает начало 2021 года. Снега выпало намного больше нормы, и в этом году история повторяется. На дорогах снежные заносы, местами гололедица. Будьте предельно осторожны. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.